Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 11 ноября 2020 года. Это среда. Посмотрим, какой день нас ждет. Выпадает нам девятка пентаклей. Но карта очень хорошая. Вообще все девятки у нас показывают окончание цикла. Да, это у нас, знаете, такое предвкушение внутреннее чего-то хорошего, какого-то праздника, каких-то подарков, решения каких-то вопросов. Особенно эта же карта денежная, да, могут решаться как раз вот вопросы денег, покупок, имущества и так далее. То есть действительно вот эта карта, она даже называется приобретение. И если на этот день действительно что-то запланировано важное, то это произойдет. А также девятка пентаклей – это у нас заключение разного рода договоров, особенно если это касается каких-то госучреждений, все, что связано с какими-то дотациями, да, если от государства что-то положено, мы можем сегодня эти вопросы решать, либо документы подавать, либо уже как бы получать результаты, если раньше, допустим, подавали, да. А также здесь ситуация, связанная с партнерством, да, если, допустим, у вас были какие-то вопросы, связанные с руководством на работе, или, может быть, какие-то вопросы, связанные с заключением сделок, но никак, допустим, не могли осуществить сделку, да, вот здесь как раз ситуация разворачивается. Но также вот эта карта очень часто еще связана с разного рода спорами между людьми, как иногда это даже показатель не просто развода, а именно подачи заявления на развод в суд, на раздел имущества и так далее. Вот здесь вот как бы такая ситуация тоже может быть, когда вот мы вдруг с кем-то врагами оказываемся, или вот по разные стороны жизни оказываемся с кем-то. Может быть, это даже не суд, да, но мы вдруг понимаем, что тот человек, который был раньше другом, которому мы доверяли, он теперь совершенно как бы на другой стороне. Что еще важно по этой карте? Очень часто здесь бывают какие-то ссоры. Если не смогли договориться, если не подписали какие-то бумаги заранее, да, вот может сейчас вот ситуация всплывать негативным образом, да, и вот бить нас. Также это карта консультаций, продаж, покупок. Это карта врача также. Если, допустим, у кого-то болезнь, да, вот может быть врач будет, может даже вызов врача на дом, да, и здесь будет необходимо поставить какой-то правильный диагноз. Так, кстати, по этой карте мы очень часто можем сегодня с новыми людьми встречаться. Новые люди, которые вот либо нашими очень хорошими друзьями окажутся, либо врагами в следующем, через какое-то время. Так, что еще важно? Выигрыш в суде. Если вдруг раньше у вас были суды, то вот может быть, если на сегодня назначен суд, может быть выигрыш. Может быть заключение брака даже по этой карте, когда вот вы, допустим, были долгое время в одиночестве, встретили своего человека и, может быть, себе говорили там, чтобы я еще когда-нибудь там семью начал, да, то есть начал отношения для семьи, этого не будет, да, и, возможно, обещали себе никогда не жениться замуж, не выходить, то вот здесь вполне может быть и свадьба даже по этой карте. То есть карта такая очень разносторонняя, она больше всего говорит о взаимоотношениях, когда мы общаемся один на один, да, именно такие близкие личные отношения, либо это какие-то договоры, которые нотариально подтверждаются или подписями заверяются, и также это карта ограничений тоже очень часто, да, когда мы чего-то хотим, особенно в отношениях, в сделках, у нас может что-то останавливать, не получаться. Но в любом случае девятка – это уже близко к окончанию цикла, да, и мы здесь можем уже скоро получать результат. Все-таки закончится эта ситуация, не так много уже осталось. Давайте посмотрим, что будет помогать. Шестерка мечей будет помогать, знаете,
такой холодный ум, когда мы все взвешиваем, когда мы советуемся, когда привлекаем специалистов, которые вот во всем могут разбираться, да, когда мы верим в себя и взвешиваем каждое свое слово, проверяем все документы. В общем, здесь и контролируем, кстати, свое окружение. То есть, может быть, кого-то даже близко к себе нельзя подпускать, потому что, может быть, даже какие-то люди здесь могут нам навредить, как раз вот вызывать проблемы, да, в отношениях. То есть это может быть какой-то посредник, человек, который вмешается в отношения, и вот это важно не допустить. Что будет мешать? Рыцарь жезлов, когда мы слишком спешим, не проверяем, быстро входим в отношения или слишком горячо реагируем на что-то, да, вот сразу пытаемся решить ситуацию, не обдумав как следует, стараемся быстрее завершить ситуацию, пока она еще не готова к завершению. Давайте посмотрим отношения. Те, кто в поиске партнера, карта сила выпадает, замечательно. Действительно, здесь встреча может произойти. Эта карта у нас именно вот в этой колоде с Марсом связана. И эта карта говорит о том, что мужчина больше здесь проявляет инициативу, да, женщина реагирует. Но по этой карте вот очень возможна встреча действительно с человеком, который нас увлечет, которого мы будем, знаете, расценивать как, может быть, лучшего партнера, какой только у нас в жизни был. Так. Ну и вообще это сексуальная карта, да, тут сексуальная совместимость может быть очень хорошая с этим человеком. А теперь отношения, да, теперь карта для тех, кто уже в отношениях. Здесь у нас выпадает 4 пентаклей, карта стабильности. Она тоже у нас денежная, но требует накоплений, требует, чтобы мы сегодня очень разумно распоряжались деньгами, средствами своими, своей властью в отношениях, в семье, да, это карта вот у нас власти и надежности. То есть, может быть, захочется как-то надавить на партнера, может быть, поднять какой-то вопрос, который вот нежелательно сейчас поднимать, да. В общем, карта говорит о том, что нужно во всем золотую середину искать и стараться сделать все, чтобы отношения сохранялись, потому что может быть конфликтная ситуация сегодня, да, если у вас будет уже настрой на то, что бы ни произошло, я буду стабильно себя чувствовать и не буду показывать излишних эмоций, то тогда все будет хорошо. Также здесь могут быть споры из-за покупок, из-за денег. Допустим, один партнер хочет потратиться, а другой говорит, нет, мы тут придержим, да, деньги. Нужно, чтобы у нас были какие-то надежные такие сбережения. И может быть конфликт по этому поводу. Но лучше все-таки действительно как бы приберечь деньги, отложить деньги. Потому что это вот нужно для вашей безопасности. Давайте посмотрим те, кто в ссоре. 6 чаш. Но здесь вы помиритесь однозначно. 6 чаш, карта очень добрая, сочувствующая, да, то есть вы сможете договориться, помириться, все будет здесь хорошо, так, как было раньше. Работа. Для тех, кто в поиске работы, 7 пентаклей выпадает. Ну, здесь, конечно же, карта денежная, да. Может быть, осталось совсем немного подождать для того, чтобы вы уже получили ту работу, которую хотите. Может быть, даже сегодня было успешное собеседование, да, но немножко отложен выход на работу, вступление в должность. Вот, и по деньгам, может быть, будет немного меньше, чем вы рассчитывали. Но, в принципе, карта хорошая. Для тех, у кого уже есть работа, 8 мечей. Ну, для работы, конечно, эта карта очень суетная. Здесь, знаете, вы, скорее всего, вынуждены выполнять какую-то деятельность, совершать, которая вам не нравится. Или, может быть, вы устали, а дел слишком много, их все равно нужно выполнить. Или, может быть, вам дают поручения, которые
как бы не входят в круг ваших обязанностей, да, вы должны их выполнять. То есть вот это вот ощущение, что вас как будто бы лишили прав, свободы, да, какой-то. Такое ощущение, что вы занимаетесь ничем, чем хотели бы, да, то есть вот карта даже называется вмешательство, да, то есть это вмешательство может быть в обычный день, в обычные дела. Это может быть и вмешательство в ваше личное пространство какое-то. Допустим, может быть, сказали, что будете работать дополнительно в выходной, да, или вы работали больше, а вам не заплатили за эти часы, которые вы перерабатывали. Ну, в общем, здесь какой-то конфликт может быть хотя бы внутренний, да, но будет. Для тех, у кого свое дело, тоже восьмерка пентаклей выпадает. Но смотрите, у нас на работу семерки и восьмерки, да, в принципе, карты успешности, карты получения денег, когда мы вот с кем-то, может, в коллективе, может быть, в паре, в сотрудничестве, да, зарабатываем. В принципе, день для работы хороший. Но восьмерки, они всегда дают большое количество работы, большой объем. Также у нас восьмерка пентаклей – это карта профессионализма, да, потребуется весь ваш профессионализм, придется, возможно, доказывать, что вы на что-то способны, да, то есть здесь действительно карта такая трудоемкая. Но здесь может быть и преодоление вот каких-то ограничений. Вы, скорее всего, сможете добиться того, что хотели, но через усилия. То есть не так все просто будет. Но по этой карте, может быть, вы хотели бы отдохнуть, а вам приходится работать. Или, допустим, нужна какая-то сумма определенная, да, на какую-то покупку. Вам не хватает, и, допустим, вы вынуждены изыскивать какие-то средства, ну и так далее. То есть через какие-то ограничения приходится проходить, продвигаться. Давайте посмотрим деньги для тех, кто на зарплате. Тройка мечей. Но слишком много здесь расходов, не хватает там зарплаты, не хватает средств, и поэтому, конечно, вы не знаете даже вот, что выбрать, какое направление, да, вроде бы везде срочно, везде нужно заплатить, может быть, какие-то документы нужно оформить, и это тоже требует денег. В общем, карта, которая говорит о том, что вы просто не знаете, где взять нужную сумму, потому что нужно везде и сразу. Допустим, каждому из членов семьи нужны деньги, да, или, может быть, ребенку в школу, там, что-то по обучению и так далее. То есть очень много ситуаций, которые вот входят в жизнь и требуют оплаты, да, требуют денег. По счетам тоже, может быть, платить нужно. Здесь, может быть, какая-то поездка отменяется из-за того, что денег не хватает. То есть, ну, вот какие-то такие неприятные ситуации могут быть, когда вот мы в зажатых таких условиях находимся. Для тех, кто своим делом зарабатывает, туз мечей. Но здесь какой-то новый, скорее всего, будет у вас новое направление в финансах, даст жизнь возможность заработать какой-то, будет шанс у вас здесь. Тем более, смотрите, туз мечей – это все, что связано с информацией, да, все, что связано с работой именно там удаленно, когда мы через интернет, допустим, действуем, да, когда мы действуем по закону, учитывая какие-то, как это назвать-то, учитываем какие-то новые законы, которые принимаются, ну, допустим, по поводу бизнеса, да, может быть, здесь какие-то будут поблажки, да, может быть, здесь отменятся какие-то выплаты дополнительные, то есть какой-то шанс открывается либо для того, чтобы сохранить деньги, которые у вас есть, да, которые приходят к вам, либо для того, чтобы новый источник дохода открыть. Но больше здесь все-таки с информацией связано. Давайте посмотрим, что ждет в здоровье нас. Десятка пентаклей, замечательная карта, она как раз показывает здоровье, она как раз показывает, вот, что все с нашим телом хорошо, если кто-то болел, это выздоровление. Причем здесь имеется не только
как бы мы сами, да, в этой карте, это здесь вся семья, это все люди, которые нам близки. Вот для всех здесь сегодня хороший день. Также, если, допустим, были какие-то сложности, ограничения вот в здоровье, не было, допустим, возможности отдохнуть, полечиться, да, вот появляется такая возможность. Ну, короче, это у нас карта, когда мы получаем возможность для того, чтобы здоровье восстановить. И желательно бы, конечно, по этой карте еще и отдохнуть. Тут даже вот у нас значение, одно из значений на этой карте – ночь, да, то есть хорошо спать, высыпаться, для того, чтобы здоровье было хорошим. И итог дня. 9 жезлов по итогу дня выпадает. Карта говорит о том, что могут быть какие-то непонятные ситуации в конце дня, когда вы не знаете, как поступить, или кто-то что-то не договаривает, какая-то информация от вас скрыта. Допустим, вы хотели бы куда-то поехать или хотели бы там продолжить знакомство с каким-то человеком, или, в общем, какие-то, знаете, ситуации, которые новые для вас. И для вас не совсем понятно, что тут с этим делать. Скорее всего, это касается семьи, скорее всего, это касается там, дома, недвижимости, да, и каких-то перемещений, дорог. Но, в принципе, вот эта карта называется у нас «Ожидание перемен». Когда мы чего-то ждем, мы всегда в таком напряженном состоянии находимся и не знаем, получится, не получится. То есть вот эта доля сомнения, да, она будет у нас в конце дня. Но карта говорит о том, что нужно отпустить все, как будет, так и будет. То есть я сделал все, что мог, и теперь просто отпускаю ситуацию и жду, что теперь произойдет. То есть сколько вложил, столько и получу. Мне переживать здесь не о чем. То есть такие должны быть мысли. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.